Так 10 лет, говорит автор, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посвятил этому, призывая людей к таухиду. То есть первые 10 лет своей миссии посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посвятил этому. Чему? Призывал людей к таухиду и к отречению от ширка. Пророк, алейхиссалату вассалам, напоминал людям о таухиде, предостерегал их от ширка. Вообще не переставал горячо призывать к таухиду, когда находился на смертном одре. То есть за несколько дней до смерти, потом, когда уже лежал на смертном одре, то есть за совсем короткий промежуток времени, когда оставался до смерти, пророк саллаллаху алейхи ва саллям все равно говорил людям о таухиде перед самой смертью, когда уже началась предсмертная агония, все равно пророк алейхиссалату вассалям предостерегал людей от ширка, напоминал им о таухиде. Автор говорит, он занимался этим 10 лет. Автор имеет в виду, что не всего 10 лет пророк саллаллаху алейхи ва саллям занимался призывом к таухиду, а что первые 10 лет миссии его были посвящены только призыву к таухиду. То есть первые 10 лет он занимался только целых 10 лет, только призыв к таухиду. Чтобы в сердцах людей укрепилось это убеждение. Отречение от ширка и посвящение поклонению только Аллаху субхану ва тааля. Посмотрите, целых 10 лет кто? Пророк, алейхиссалату вассалам, призывал кого? Призывал тех, которые лучшие из людей. Это сахаба, сподвижники, которых избрал Всевышний Аллах для того, чтобы они сопровождали его посланника в этом мире. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этих лучших людей 10 лет призывал только к таухиду. Это указывает на то, как важен призыв к таухиду. А затем уже оставшиеся годы его миссии, еще 13 лет, потому что его миссия всего длилась 23 года, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как мы с вами говорили, призывал и к таухиду, и к другим установлениям религии, установлениям ислама. Это вот, мы говорили с вами, мощнейшее опровержение тем людям, которые говорят, да таухид мы и так уже знаем. Чего там не знать? Это абсолютно известная вещь, и говорить об этом уже не стоит много. И вообще призыв к таухиду, он занимает не более 5 минут. Изучать таухид долго не надо, это всего минут 5. И все, ты выложил уже, большего не требуется. Почему вы все время говорите и настаиваете на изучении таухида, обучении людей таухиду? Мы говорим, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он не такой человек, как мы. Хорошо? Это посланник Аллаха. Он призывал не таких людей, как мы, а таких, как сахаба, 10 лет только таухида. Для укрепления в их сердцах понимания, что такое таухид. Весь его призыв, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был направлен на это, к таухиду. Мы говорили с вами, что на самом деле, если посмотреть, все, что говорится в Коране, все, что говорится в Сунне, то это все таухид. Вообще вся религия это таухид. Мы говорили с вами, что это либо рассказ о самом таухиде, аят и хадис, о самом таухиде, либо о том, что несовместимо с таухидом, то есть предостережение от ширка. Либо это аяты и хадисы о тех правах и обязанностях, которые накладывает таухид. Таухид накладывает права и обязанности. Мы говорили с вами, входит в таухид и следует из него, его частью является важной подчинение Аллаху субхану ва тааля, путем выполнения его приказов, оставления его запретов. Поэтому или мы видим приказы в Коране, в Сунне, или запреты видим в Коране и в Сунне. Это все права и обязанности, которые накладывает таухид. Это права таухида. Или, то есть опять про таухид. Или рассказы про рай, про ад, что будет после смерти, что будет с грешниками, что будет с неверующими, что будет с многобожниками, что будет с праведниками, что будет с единобожниками. То есть сообщение о том, уведомление людей о том, что ожидает тех, кто соблюдает таухид и права таухида, приказы и запреты, и что ждет тех, которые нарушают таухид и права таухида. Получается, что вся религия, все, к чему призвал пророк алейхиссалату вассалям на протяжении 23 лет, это был таухид. Но первые 10 лет, мы сказали, это был только таухид и предостережение от ширка, а остальное время, вплоть до самого смертного часа, когда он находился на смертном одре, это призыв и к таухиду, и к
тому, что из него вытекает из установления ислама. То есть приказы Аллаха субхану ва тааля, запреты. После чего, говорит автор, он был вознесен на небеса, где ему были предписаны 5 обязательных молитв, 5 обязательных намазов. Пророк, алейхиссалату вассалям, совершил, это было в одну из ночей, перенесение произошло его из Аль-Масджид Аль-Харам, Масджид Аль-Харам в Мекке, в отдаленнейшую мечеть, Масджид Аль-Акса, Бейт Аль-Макдис, то, что называют Иерусалимом. Шел в мечеть Аль-Акса, перенесение его туда. Это называется Аль-Исра. А затем уже оттуда, из Масджид Аль-Акса, пророк, алейхиссалату вассалям, был вознесен на небеса. Это называется Ми'радж. Перенесение его из Масджид Аль-Харам, Масджид Аль-Акса, это называется Аль-Исра, ночной перенос. А вознесение его на небеса, это называется Аль-Ми'радж. Вот. Это относится к тем вещам, которые входят в сокровенное знание, сокровенное, скрытое знание, Ильмуль Гайб. Относится к Ильмуль Гайб, к сокровенному знанию, из тех вещей, которых сообщил нам пророк, алейхиссалату вассалям, относящихся к Ильмуль Гайб. Если что-то есть, что сообщает нам пророк, алейхиссалату вассалям, и что относится к Ильмуль Гайб, наше поведение, наше отношение к этому каково? Принцип у верующих, у единобожников, у ахля сунна валь джамаа: аманна, васаддакна, васалламна. Уверовали, подтверждаем, покоряемся, предаемся. Вот это должен быть наш принцип. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям, про Исра и про Ми'радж, мы говорим: аманна, васаддакна, васалламна. Уверовали, подтверждаем, предаемся, покоряемся. Пророк, алейхиссалату вассалям, по прошествии 10 лет от начала пророчества, в одну из ночей был перенесен из заповедной мечети, то есть Аль-Масджид Аль-Харам в Мекке, в мечеть отдаленнейшую, потому что из 3 мечетей, куда совершается, дозволяется совершать путешествия для поклонения в них, только есть 3 мечети, 3 места на земле, 3 мечети на земле, куда можно ехать для поклонения Аллаху субхану ва тааля, специально отправляться в путь для поклонения Аллаху. Это Масджид Аль-Харам в Мекке, это Масджид Аль-Набауи, мечеть пророка саллаллаху алейхи ва саллям в Медине, это Масджид Аль-Акса, Бейт Аль-Макдис, да, в Иерусалиме. Масджид Аль-Харам, Масджид Аль-Набауи находится посередине между этими 2 мечетями. Масджид Аль-Харам в Мекке, потом Медина находится между Бейт Аль-Макдис и Меккой, и отдаленнейшая, самая из этих 3, это Масджид Аль-Акса. Смотрите, в этом тоже знамение, указание на истинность пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что он и есть истинный посланник Аллаха. Разве тогда пророк, алейхиссалату вассалям, когда произошло это перенесение, Исра ночное, разве он знал, что будет его мечеть в Медине? Не знал. Но Аллах субхану ва тааля уже назвал ту мечеть Бейт Аль-Макдис как Аль-Акса, то есть отдаленнейшая, из 3 самая отдаленная. Хорошо? Уже уведомив косвенно о том, что будет еще и мечеть пророка, алейхиссалату вассалям, в Медине. Пророк тогда это, конечно, еще что не знал. Это одно из чудес, из знамений Аллаха субхану ва тааля, подтверждающих истинность пророческой миссии Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, по прошествии 10 лет от начала пророчества, в одной из ночей он был перенесен из мечети заповедной, то есть Аль-Масджид Аль-Харам в Мекке, мечеть отдаленнейшая, а затем был вознесен на небеса. И вот именно в эту великую ночь Аллах субхану ва тааля заповедовал, сделал обязанностью для Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и для его уммы, для его общины совершение 5 намазов в сутки, в эту ночь. Смотрите, данное событие произошло в одной из самых великих ночей, в жизни пророка, алейхиссалату вассалям, и в жизни его общины. Где произошло это событие, то есть вменение в обязанность 5 намазов, где? В самом высоком месте, которого когда-либо достигали творения. В самом высоком месте. Там Аллах субхану ва тааля вменил в обязанность Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, 5 намазов и его общине. Как без посредника, напрямую, Аллах субхану ва тааля говорил с пророком, алейхиссалату вассалям, в эту ночь, там, в этом самом высоком месте, когда был Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, на небесах, говорил Аллах субхану ва тааля с ним без
посредников, без посредничества Джибриля, без посредничества ангела, напрямую, через завесу. Все это указывает нам на что? На важность намаза, огромную важность намаза. На то, что намаз нужно соблюдать так, как приказал нам наш Творец и наш Господь. Для мужчин 5 намазов обязательных, еще и нужно обязательно выполнять совместно, коллективно, то есть в джамате, если есть для этого возможность. Итак, когда были вменены в обязанность 5 намазов? 5 намазов были вменены в обязанность за 3 года до хиджры, через 10 лет. После начала пророческой миссии Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Мы сказали с вами, в такую ночь, в таком месте, напрямую, как велик намаз, как он важен, но при этой его важности только через 10 лет Аллах Субхану ва Тааля вменил в обязанность умме его совершение 5-кратных намазов, 5-кратного намаза. А до этого таухид, это указывает нам на что? Что прежде всего таухид, что важнее этого ничего нет, что без таухида ничто не имеет смысл, даже намаз. Это указывает на ошибочность призыва многих людей, которые вообще начинают призыв к исламу с чего? С намаза. Говорят, самое главное сейчас людей призывать к намазу. Таухид это потом все уже, акида это потом, братья. Сейчас главное людей к намазу призвать. Аллаху акбар. Яхи пророк 10 лет говорил таухид. Через 10 лет только Аллах Субхану ва Тааля сделал обязанностью 5-кратный намаз. А вы говорите, нет, сначала намаз, а потом таухид. Таухид прежде, и это важнее, потому что без него нет смысла во всем остальном, и даже в намазе. Мы говорили с вами, все деяния без таухида, без этого духовного очищения становятся какими? Недействительными, становятся бесполезными. Так все важно и так все серьезно. Потом, говорит автор, в течение 3 следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке. После чего получил повеление совершить переселение, хиджру, в Медину. Пророку, алейхиссалату вассалям, Всевышним Аллахом было приказано переселиться из Мекки в Медину. Мекка в то время была землей неверия, Барадуль Куфар, землей, где господствовало идолопоклонство, Барадуль Куфар, где невозможно было уже исповедовать ислам, исповедовать единобожие. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля приказал пророку саллаллаху покинуть Мекку, отправиться в Медину, после того, как Мекка уже перешла в руки верующих, после того, как состоялась победа, аль-фатх, взятие мусульманами Мекки, пророк саллаллаху сказал: «Ля хиджрата ба'д аль-фатх». Нет хиджры после аль-фатха, после победы, после открытия Мекки уже нет хиджры. То есть уже не нужно из Мекки делать хиджру в Медину. Почему? Потому что Мекка уже стала землей таухида. Она перешла к мусульманам. И вот в этих словах пророка, алейхиссалату вассалам, «Ля хиджрата ба'д аль-фатх», нет хиджры после переселения, после победы, то есть после взятия, открытия Мекки, в этих словах содержится бушра. Бушра, то есть благая весть. Благая весть для всех верующих. Какая благая весть? О том, что Мекка уже никогда не станет землей куфра, не станет городом неверия, поскольку уже никогда не будет необходимости совершать из нее хиджру. Посмотрите, автор говорит, в течение 3 следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего получил повеление совершить переселение в Медину. Получил повеление умера. На что это указывает? Указывает на то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, как все люди, он получал от Аллаха приказы и запреты. На него распространялись установления религии, законоположения религии, шариат Аллаха субхану ва тааля распространялся и на него, и он подчинялся ему, ему приказывалось, ему запрещалось. Вот это тоже опровержение. Опровержение кому? Батынитам. Батынитам. Несостоятельные слова батынитов. Кто это батыниты? Эти батыниты, они утверждают, что предписания шариата предназначены вот для простых людей, для простых мусульман, для массы.
основной. Для них предписание шариата. Приказы, запреты, а уже для людей особых, для людей достигших какого-то просветления, какого-то духовного уровня специально, достигших высоких степеней, для них уже соблюдение шариата не обязательно. Они уже вышли за этот уровень, поднялись над этим уровнем, так они считают. Когда мы говорим балтанит, это не какая-то одна конкретная группа, многие группы, которые имеют подобные убеждения. Хорошо? Говорят, да, вот эти все приказы, запреты, намазы, ибадаты, да, это хорошо, но это для простых людей, не достигших еще. А кто уже достиг, он уже выходит из-под действия шариата Аллаха Субхану Тааля. Так они говорят. У них уже другой уровень. Мы говорим, Субханаллах, пророк, алейхиссалату вассалям, посланник Аллаха, лучший из людей, которому прощены его прошлые грехи и будущие. Про него сказано, приказано ему было. Он получал приказы, запреты и подчинялся им.